The Merciful Servant и Мирадио представляют. Каждый пророк сталкивался с врагами из числа джиннов и людей, шайтанами из джиннов и людей. И эта борьба с дьяволом не есть что-то новое. Она стартовала с началом создания человечества. Мы знаем из Корана, что Аллах, Субхану ва Тааля, описывая шайтана, не использует терминологию света. Аллах относится к дьяволу как к нашему врагу. Когда мы говорим слово «враг», то обычно имеем в виду кого-то, кто ненавидит или просто недолюбливает нас, кто хочет причинить нам неприятности, кто желает нам зла. Люди, которые жестоко относятся к мусульманам и ко всему человечеству, мы считаем их нашими врагами. Аллах, Субхану ва Тааля, напоминает нам, что до всех тех людей, которые желают нам зла, до тех, кто хочет навредить и причинить нам боль, существовал самый главный и злейший враг – дьявол, шайтан. Аллах говорит, что шайтан однозначно наш явный враг. У нас есть серьезные проблемы, братья и сестры. Многие читали эти строки суры Фатр. Мы прочли этот аят. Мы услышали, что дьявол наш враг. Но проблема в том, что, во-первых, мы до конца не понимаем, что это означает. Шайтан наш враг. Во-вторых, мы весьма благодушны и расслаблены, когда речь идет о дьяволе. Многие из нас даже близко не представляют, как шайтан влияет на нашу жизнь. Часто говоря со своей аудиторией о дьяволе, я задаю вопрос: когда в последний раз вы просыпались утром и говорили сами себе: «Сегодня я признаю шайтана своим врагом»? Аллах, Субхану ва Тааля, много раз говорит в Коране о дьяволе как о враге человечества. И в этом 6-м аяте 35-й суры «Ваш враг». Когда Аллах говорит «вы», Он не имеет в виду каких-то других людей. Коран напрямую обращается к нам. Когда мы слышим фразу «враг для вас», мы должны задуматься, каким образом он мой враг? И многие из нас не понимают, что это означает. Если бы я попросил вас сейчас описать хотя бы 10 примеров того, что шайтан ваш враг, я даже не знаю, как много времени займут у вас эти раздумья. Или если бы я сказал: расскажите о 10 ситуациях, когда дьявол напрямую влияет на вашу жизнь. Думаю, будет очень сложно вспомнить эти 10 моментов. Вне всяких сомнений, шайтан влияет на нашу жизнь намного чаще, чем 10 раз. Поэтому, изучив Коран и Сунну, вы увидите, как часто в них упоминается дьявол. Шайтан влияет на нашу жизнь бесчисленными способами, которые мы даже представить себе не можем. Если бы мы поговорили с дьяволом, то узнали бы, что у него всего лишь одна цель. Цель всей его жизни — это добиться, чтобы все человечество, все дети Адама, алейхиссалям, оказались в аду. Он поклялся отправить всех детей Адама в ад. И когда мы говорим «дети Адама», мы не имеем в виду только мусульман, это все человечество. Без сомнений, шайтан усердно работает над тем, чтобы всех людей отправить в ад. С самого начала, и Аллах знает лучше, в течение тысяч и тысяч лет дьявол трудится над тем, чтобы сбить с пути человечества. И он учится. Поэтому шайтан осведомлен о 2 очень опасных для нас вещах. Он понимает наши страхи и понимает наши желания. А когда ты знаешь о чьих-то страхах и желаниях, это мощнейший инструмент контроля. У дьявола есть доступ и к тому, и к другому. Он изучал нас на протяжении долгого времени. И поэтому, если вы посмотрите в Коране, Аллах, Субхану ва Тааля, повествует нам о своих разговорах с Иблисом, шайтаном. Почему эти разговоры там упоминаются? Иногда мы думаем, что это всего лишь истории. Мы читаем о том, как Иблис сказал то или это, как он отказался поклониться Адаму. Мы думаем, что это всего лишь истории.
Но причина, по которой Аллах рассказывает нам об этих словах шайтана, в том, чтобы мы поняли, насколько же шайтан нам враг, и как мы сможем защитить себя. Потому что шайтан в самом начале, когда Аллах Субхану ва Тааля создал Адама, алейхиссалям, в тот момент шайтан поклялся сбить с пути все человечество. Поистине, сатана для вас враг, а потому считайте его для себя именно врагом. Своих сторонников он воистину зовет за собою, дабы стали они обитателями ада. Священный Коран, 35 сура, 6 аят.